Вы смотрите итоги дня, где мы расскажем вам о самых заметных событиях. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. И вот основные темы. Глава Якутии вручил знаки «Материнская слава» 3-й и 1-й степеней. Завершился второй день гражданского форума «Человек труда. Новые вызовы и возможности». Торжественная церемония состоялась в рамках научно-практической конференции. Имя первого президента республики официально присвоено Национальному центру медицины Якутии. Большая династия врачей, живущих и работающих в Якутии, посвятила себя благородному делу – лечить, спасать жизни и ставить людей на ноги. Мы побывали в гостях у семьи Филипповых. Популяризация художественной обработки льда и совершенствование мастерства. В Якутске прошел 5-й открытый городской конкурс ледовых скульптур «Мы – дети Севера». Успехи в строительстве собственного тела. В Якутске завершился республиканский чемпионат по фитнесу и бодибилдингу Гран-при Саха. Завершился второй день гражданского форума «Человек труда. Новые вызовы и возможности». В Доме дружбы народов состоялось пленарное заседание, в котором принял участие и глава республики Айсан Николаев. Гости и модераторы дискуссионных площадок выступили с итогами по своим направлениям и выработали предложения и рекомендации для гражданского общества и органов исполнительной власти. Также в преддверии Международного женского дня глава Якутии вручил 9 многодетным мамам знаки «Материнская слава» 3-й и 1-й степеней. Помимо этого награждены победители грантов главы республики на поддержку мероприятий местных бюджетов, направленных на развитие территориальных общественных самоуправлений. Очень хорошо, что вот такие гранты начали проводить с прошлого года. В прошлом году мы тоже грант главы по ТОС тоже получили. Поэтому это дает стимул населению. Этот грант мы планируем использовать в работе с общественностью, с общественными организациями ТЕЛьБе. У себя в районе проведем конкурс. В региональном отделении партии «Единая Россия» состоялось заседание Президиума регионального политического совета. Его ключевым событием стало принятие решения о проведении предварительного голосования в республике. Предварительное голосование пройдет по определению кандидатов от партии в Государственное собрание Илтумен, Якутскую городскую думу, в главы и депутаты органов местного самоуправления. В этом году она будет проходить в электронном формате на портале Госуслуг. На заседании был утвержден оргкомитет предварительного голосования. В его состав вошли 12 человек. Это представители и сторонники партии, а также общественники и СМИ. Выдвижение кандидатов начнется уже 2 марта и продлится до 27 апреля. А голосование за кандидатов пройдет с 22 по 28 мая. Любой гражданин, проживающий на территории Республики Саха-Якутия, который зарегистрирован на портале Госуслуг, сможет специально зарегистрироваться для участия в этих выборах и принять в них участие. Как избиратель, кто пожелает, может участвовать и в самих выборах как кандидат. Хочу особо подчеркнуть, что этот механизм именно через портал государственных услуг, он максимально защищен. Он как раз позволяет говорить о том, что выборы будут абсолютно прозрачными, абсолютно честными. Это сделано для того, чтобы никаких манипуляций ни на каком уровне не могло быть допущено. Имя первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева официально присвоено Национальному центру медицины Якутии. Торжественная церемония состоялась в рамках научно-практической конференции «Нейронаука для практической медицины». Об открытии нового центра и о сотрудничестве с Федеральным центром мозга и нейротехнологий в материале Светланы Амосовой. Мы хотим отметить присвоение нашему центру имени первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Состоялось историческое событие в республике. Торжественно присвоили самому крупному медицинскому центру на Дальнем Востоке и Сибири имя первого президента республики Михаила Николаева. Надо прежде всего сказать большое спасибо нашему народу республики, который отстаивал присвоение имени. Для нас это имеет очень большое значение, и мы надеемся, что имя первого президента, как и его образ, и вся его жизнь будут служить всем
ярким примером служению своему народу. Научно-практическая конференция посвящена открытию Центра мозга и нейрогенетики. Это совершенно новое направление для республики. Специально на мероприятие приглашены руководители и специалисты ведущего Федерального центра мозга и нейротехнологии. Мы постоянно находимся в контакте с докторами из Республики Саха-Якутия. И хочу сказать, что качество оказания помощи находится на очень высоком уровне. Например, по показателю летальности от инсульта Республика Саха-Якутия находится в лидерах. Здесь самый меньший показатель во всем Дальневосточном федеральном округе и в Сибири. Прежде всего, на таких площадках происходит обмен опытом и мнениями, что помогает улучшить качество оказываемой помощи пациентам с неврологическими заболеваниями. В рамках конференции по видеотрансляции также состоялся мастер-класс по проведению операции, которая еще ни разу не проходила в стенах центра. И в эти дни мы проводим новые операции именно по функциональной нейрохирургии, которые будут в последующем применяться в ежедневной работе для наших пациентов. Еще одним важным событием конференции стало подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве Национального центра медицины с ведущим Федеральным центром мозга и нейротехнологии. В рамках соглашения будут готовиться специалисты, и у якутских кадров появится возможность работать в научно-производственном комплексе центра. Светлана Амосова, Григорий Хлопков, Якутск. Лечить, спасать жизни, ставить людей на ноги. Этому благородному делу посвятила себя большая династия врачей, живущих и работающих в Якутии. Дети, внуки, правнуки и, конечно, родоначальники медицинского клана Филипповых нашли свое призвание в том, чтобы делать людей здоровыми, сильными, а значит счастливыми. В гости к большой семье в белых халатах отправилась моя коллега Анна Пшенникова. Филипповы, Эверстовы, Ивановы, Милинте, Ефимовы, Семеновы. У представителей этой семьи разные фамилии, но все они составляют один большой врачебный клан, общий трудовой стаж которого недавно перевалил за 3 столетия. 2 десятка медиков разного возраста и разных врачебных специальностей составляют эту трудовую династию. Но, как водится, у ветвистого дерева один ствол, а у большой семьи одна глава. Мы документы подавали еще в 2019 году на присвоение нам звания трудовой династии. Нас тогда было 18 человек. И общий стаж нашей династии был 295 лет. И главой нашей династии была наша мама Иванова Мария Иннокентьевна. Сама она, год отработала медсестрой в трахоматозной больнице. Родила она 7 детей. Она очень мечтала, чтобы дети стали врачами. Тяга к врачеванию пошла от родоначальника большой династии Иннокентия Кирилловича Иванова. Он родился в первый год 20 века в маленькой деревне Ленинского района Якутской области. Дедушка не имел медицинского образования, но слыл уникальным целителем, а внуки с детства смотрели и учились. Впоследствии 5 из 7 внучат нашли свое призвание в медицине. Наше счастливое детство прошло именно замечательным этим дедушкой. В силу своего таланта, одаренности, он принимал людей, которых к ним обращались с различными переломами, вывихами, подвывихами. Пользовался своими деревянными дощечками, и он фиксировал. Как будто с детства это накапливается в сознании и в памяти, оказывается. И все-таки это привело нас, приблизило, и привело к медицине. Призвание помогать людям передалось по наследству. Правнуки того легендарного целителя тоже выбрали врачебную стезю. И, к удивлению, когда у 4-го поколения династии стали складываться семейные пары, избранники и избранницы тоже оказались медиками. И прерываться династия не намерена. И у меня дочка, студентка СВФУ, 2-й курс юридического факультета, но она у меня работает младшей медицинской сестрой по уходу за больными в РБ номер 1 Национальный центр медицины. Племянница моя, хочет стать военным хирургом, например. Вот такие желания. Акушеры-гинекологи, рентгенологи, стоматологи, неврологи, медсестры и медбратья. 5 поколений удивительной врачебной династии продолжают служить родной республике. Самые маленькие представители семьи пока не выбрали свой путь. Во врачи не только играют, ставят воображаемые диагнозы и выписывают невидимые рецепты. Но, возможно, через несколько лет и они станут в ряды достойного врачебного клана. Анна Пшенникова, Павел Пахомов, Якутск.
В сентябре этого года в городе Мирном будет введено в эксплуатацию новое здание Центра дополнительного образования детей. Так называемый Дворец детства, строительство которого началось еще в январе 2021 года. Сейчас в центре работает 32 различных кружка, которые посещают около 1500 детей. Как бы не хотелось охватить большое количество детей, квадратура помещения не отвечает требованиям, так как здание находится на первом этаже жилого многоквартирного дома. А с вводом нового здания охват детей, посещающих Центр дополнительного образования, в разы увеличится. Здание состоит из двух корпусов. Первый корпус полностью будет посвящен техническому направлению. Там мы предполагаем открыть Центр цифрового образования детей IT-Куб. Также у нас будет там действовать детский технопарк. Кроме того, значит, у нас имеется второй корпус, всего 3 этажа, да? И в этом втором корпусе предполагается зрительный зал на 300 посадочных мест, в том числе для колясочников, для детей-инвалидов. 8 мест должны быть предусмотрены в этом зрительном зале. Средняя школа номер 2 города Нерюнгри носит имя Максима Кировича Амосова и имеет статус республиканской экспериментальной школы, реализующей передовые программы обучения. Сегодня в школе уникальное событие. Ее посетила делегация Хатырысской средней школы Намского улуса республики, родины Максима Амосова. Подробности расскажет Иван Лазаренко. Визит делегации Хатырыкской школы Намского района республики в Нерюнгринскую СОШ номер 2 примечателен не только тем, что после многих лет сотрудничества преподавательские коллективы встретились и пообщались вживую, но и тем, что школами подписано долгосрочное соглашение о сотрудничестве в области педагогических практик различной направленности. Состоялись у нас мастер-классы педагогов наших, в том числе сейчас идет мастер-класс педагога дополнительного образования. И мы надеемся, что в дальнейшем мы уже будем проводить мероприятия и для учеников Хатырыкской средней школы, покажем им и наши лаборатории профессионального обучения. Наши ученики проведут мастер-классы для своих сверстников и начнут дружить уже на уровне, может быть, профессиональных каких-то интересов, но прежде всего творческих, спортивных интересов. Коллективы представили друг другу оригинальные и интересные педагогические наработки, направленные на развитие нестандартного мышления у школьников, а также программы по изучению истории родного края, жизни и деятельности Максима Амосова. Мы сегодня показали наши проекты, которые мы работаем уже давно по увековечиванию памяти Максима Кировича Амосова. И хотим, чтобы вторая школа тоже подключилась и работала по увековечиванию памяти Максима Кировича Амосова. Потому что Максим Кирович Амосов – это гордость нашей республики. Поэтому я хочу, чтобы такое событие, мероприятие происходило. Сегодняшний визит показал, что впереди у коллективов школ, гордо носящих имя великого деятеля Якутии Максима Амосова, еще много работы, встреч, обмена опытом и педагогическими секретами. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. Ровно 120 лет тому назад родилась талантливая писательница, переводчик, первая из якутских женщин, член Союза писателей СССР Анна Неустроева. Она была родной сестрой одного из основоположников якутской литературы Николая Неустроева и оставила после себя богатое художественное наследство. Это увлекательные рассказы и художественные переводы. Работники литературного музея имени Аюнского организовали выставку о жизни и творчестве Анны Неустроевой. Здесь представлены рукопись, доклады, заметки, также фотографии, платье и сундучок известной писательницы. Анна Денисовна также была ярким лидером женского движения. Для организации юбилейной выставки работникам литературного музея помогли родственники Анны Неустроевой и коллектив Национальной библиотеки. Очень любила, очень помогала своим родственникам, знакомым. Была очень немногословной, как вспоминают, но была очень категоричной, очень без лишних слов. Столько много она сделала. С 20-х годов совсем молоденькая она уже переводила такие и писателей, и
врачей. Она же еще лидер женского движения в Якутии. Это значит, она ответственна была за просвещение женщин. Они, чтобы берегли свое здоровье. В общем, считается и правильно считать, что она была одной из ярчайших женщин Якутии. Мы продолжаем рубрику, посвященную 60-летию национальной вещательной компании «Саха». За эти годы в объектив нашей телекомпании попали тысячи людей. Многие из них встречаются нашим корреспондентам снова спустя много лет. Наш сегодняшний герой Гавриил Данилов, который снялся в сюжете НВК «Саха» 40 лет назад. Спустя десятилетие наша съемочная группа встретилась с ним вновь. Подробности в следующем материале. Юный школьник Гавриил косит сено в лагере труда и отдыха Сарел Булгуняхтахской средней школы. Его и еще нескольких воспитанников засняли для новостного сюжета про работу и отдых школьников в период летних каникул. Как раз отдыхали, они что-то ходят, потом подошли, вон, снимать будут. И все сразу на работу ушли. С лагерем у Гаврила связано очень много воспоминаний. Именно здесь зародилась любовь с его будущей женой Виталиной, с которой они вместе и по сей день. Эти съемки проходили в конце июля 1983 года. Несмотря на прошедшее время, Гавриил и сегодня помнит этот день и ребят, с которыми тогда вместе работал. 83-й. Июль, в конце июля. Как раз мы сено косили. Вот они около обеда приехали, снимали, как мы работаем где. Это Дисеев, на год младше меня. Это вы? Это я. Это готовься. Как Платон, как ты называешь? Учитель физкультуры был. Отснятый летом материал планировали выдать осенью, после начала учебного года. По словам Гаврила, тогда он так и не смог посмотреть сюжет со своим участием. Потом этот сюжет вы посмотрели? Не, они сказали, в сентябре покажем. А снимали в июле? Ага, в конце июля где-то. И вот ждали, и нету. Так и не посмотрели? Ага. Несколько лет назад Гавриил увидел объявление телеканала НВК о том, что желающие могут получить архивные кадры. Он сразу вспомнил ту самую съемку, которая проходила много лет назад, однако сам признается, что не сильно надеялся. Ему все же удалось увидеть те кадры спустя почти 40 лет. Юрий Осипов, Виолетта Засимова, Хангаласский район. Научиться смотреть на себя со стороны. Эта мысль стала главной в новом сказочной постановке Русского театра, премьера которой пройдет уже в эти выходные. Знакомая история «Королевство кривых зеркал» превратилась благодаря режиссеру Петру Скрябину в яркое музыкальное и интерактивное действо. Сказка поставлена по мотивам одноименной повести Виталия Губарева, опубликованной в 1951 году. Она рассказывает о приключениях девочки Оли и ее отражении в удивительной и полной опасности стране. Однако знакомый сюжет в театральной версии обрел новые краски. А герои, благодаря драматургу Ане Пшениковой, получили новые диалоги. Неожиданным будет и финал. В главных ролях заняты актрисы драматического театра Мария Ларина и Екатерина Зорина. Большая премьера состоится 4 и 5 марта. Сказка, которая всем знакома, ну, по крайней мере, людям старшего поколения очень знакомая сказка. Вот, такая. В советское время она вообще была очень такой, да, популярной, все это знали, все эту сказку знали. Вот. А сейчас новые прочтения, что ли. Хотя мы старались все-таки сохранить именно губаревскую саму сказку, постарались сохранить. Вот. Ну и в то же время, чтобы это было интересно нынешнему поколению юного зрителя. В Якутске прошел 5-й открытый городской конкурс ледовых скульптур «Мы – дети Севера». Цель конкурса заключается в популяризации художественной обработки льда и совершенствовании мастерства юных участников. В мероприятии приняли участие 45 детей в возрасте от 11 до 17 лет. Изготовление скульптур проходило под присмотром руководителей. Конкурс длился 3 дня. Его основной темой стали советские мультфильмы и посвящены Году наставника. Подробнее в материале Галины Чекуровой.
Дети должны жить в мире красоты, сказки и фантазии. Из 15 участвующих команд лишь одна состояла только из девочек. Элла Заровняева учится в школе искусств, и участие в этом конкурсе стало пробой пера. Тема конкурса – советские мультфильмы, и многие конкурсанты решили совместить «Год кролика» с самым известным зайцем мультипликации из «Ну, погоди». Команда Эллы решила пойти немного другим путем. Мы пришли к этой идее в связи с тем, что вот 2023 год – год кролика. И первая мысль была мультики «Ну, погоди», как и у многих здесь. И вроде что-то оригинальное мы придумали роль зайца, который, соответственно, был в мультике. Все проходит очень под строгим контролем. То есть руководитель очень сильно помогает своим участникам, своим подопечным. Соответствующая половина работы выполняется также руководителем, и также наша половина. Это идея наша, и также мы все корректируем. В конкурсе принимают участие команды из 3 улусов и города Якутска. Создание ледовых скульптур проходило под чутким присмотром руководителей команд. Работы продолжались в течение 3 дней с 9 утра до 6 вечера. Жюри оценивало как скорость создания композиций, так и мастерство участников. Работы детей мы будем оценивать по 5 критериям. Это визуально-эстетическое восприятие человеком, да, то есть первое восприятие, увидев работу. Второе – степень законченности работы. Третье – рациональное использование материала, то есть из заданного материала, сколько материала не использовали, сколько ушло в отход. Потом четвертое – техника и мастерство обработки. Это самое главное, я думаю. И последнее – выразительность открытия темы. Создание скульптуры из льда проходит в несколько этапов. Так, участникам необходимо создать эскиз своей будущей работы, рассчитать, сколько ледяных блоков потребуется для этого. Затем участники могут приступить к работе. Выше всего была оценена композиция «Винни-Пух» участников из Якутска. На 2-м месте команда из Татинского улуса с работой «Дед Мазай». А 3 лидеров замкнула команда столицы региона. Полюбоваться работами школьников жители и гости столицы могут в ледовом парке «Северное сияние» до самого закрытия. Галина Чекурова, Георгий Григорьев, Якутск. Лыжникам не удалось попасть в 3 лидеров в эстафете свободным стилем на играх «Дети Азии» в Кузбассе. На дистанцию вышли Инна Рыбкина, Нина Садовская, Вадим Ширяев и Павел Сергеев. Девочки пробежали 3 километра, юноши 5. Спортсмены являются воспитанниками Алданской спортшколы Олимпийского резерва. Всего в эстафетной гонке приняло участие 12 команд. Лыжники из Якутии показали 5-й результат. Победителями стали сборные команды ДФО, Кузбасса и Сибири. Это был последний соревновательный день в лыжных гонках на базе «Снежный». Напомним, на этой трассе днем ранее Инна Рыбкина, Вадим Ширяев и Вадим Кривоногов стали серебряными и бронзовыми призерами 2-х международных спортивных игр. Завтра уже вне зачета состоится эстафета дружбы. В целом я считаю, что это лучшее наше выступление за эти 2 игр, первые и вторые игры, потому что у нас сейчас все-таки 3 медали. И первые 2 дня удача просто ходила мимо нас. Это было стечение обстоятельств. Мы проиграли. Ребята 1 секунду от призов были, девочки 4 секунды. То есть медали были рядом с нами и в первые 2 дня. Сегодня, конечно, скажем так, выступление неплохое, но не медальное. 5-е место, провалился 2-й и 3-й этап у нас. Проиграли немного, но тем не менее мы только 5-е. В Якутске завершился республиканский чемпионат по фитнесу и бодибилдингу Гран-при Саха. Спортсмены выступали на сцене культурного центра «Сергеляхские огни», демонстрируя зрителям и судьям свои успехи в строительстве собственного тела. О том, как прошел чемпионат, смотрите в материале Александра Хавренко. Буквально день и ночь готовились спортсмены к этому событию. Они сидели на жестких диетах, тягали тяжелые веса, и все ради одного, ради того, чтобы выйти и победить на Гран-при Саха. Турниры по фитнесу и бодибилдингу в республике проводятся с середины 10-х годов. В последнее время в связи с известными событиями участников на турнире не так много. Но, тем не менее, спортсмены готовятся и ответственно подходят к соревнованиям. И сегодняшний турнир – это некое возрождение. Прошло 3 года с момента карантина. Это возрождение того, что было. Я благодарен участникам за то, что они нашли возможность присутствовать. Хочу сказать, что уровень подготовки многих спортсменов
выше среднего, и мне бы хотелось, чтобы они нашли возможность выступить на других соревнованиях в России. Соревнования на нынешнем турнире проводились в следующих номинациях. У девушек фитнес-модель, фитнес-бикини, wellness, боди-фитнес. Мужчины же соревновались в классическом и пляжном бодибилдинге. Яна Лазарева стала обладательницей золотой медали в абсолютном соревновании в номинации боди-фитнес. Я безумно рада, потому что я участвовала еще в прошлом сезоне осенью, и тогда я заняла 2-е место. И в этот раз у меня действительно была прям четкая цель стать чемпионкой, и я этого добилась, и я считаю, что программа минимум выполнена. При большом желании и усердной работе достичь чемпионского титула можно за 2-3 года. Наглядный пример тому – Лариса Тостыгина, победительница в номинации «Фитнес-модель». Я пришла в зал, фитнес-зал в 2020 году. Меня тренирует Мария Тостыгина, и она сказала, что у меня хорошие пропорции, давай готовься. Я зарядилась, так сказать, этой идеей и начала готовиться. Занять 1-е место – это для меня высшая награда, это оправдание моих трудов, сил. Республиканский турнир завершился, но он стал началом нового соревновательного сезона для многих атлетов. И уже через месяц они начнут уезжать на крупные российские турниры и защищать на них честь республики. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. На сегодня это все, но мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале.